ГСП онлайн. Городские новости сейчас. Учитель 5-й школы Лена Афанасьева стала лауреатом фестиваля инклюзивных практик. Эта встреча специалистов по работе с особенными детьми проходила в Москве. Педагог из Ухты представил свой опыт работы в классе детей с ограниченными возможностями. Это маленькие люди с нарушением слуха, зрения, моторики и задержкой развития. Однако Елена находит подход, чтобы они могли получить знания. Яркий пример – второклассник Захар Бажуков. Когда мы пришли в 1 класс, он не мог даже писать. То есть она придумала, как сказать, метод, наверное, такой, что сначала мы писали не как все в тетрадках, мы писали на больших листах формата А4. То есть, постепенно она делала клетки, линейки, все меньше, меньше, меньше. И вот мы за 1 класс добились успеха, мы начали во 2 писать в тетрадку, как все дети. И это при том, что у мальчика есть проблемы с речью и моторикой рук. Но была бы проблема, решение найдется. Тем более, что Елена Афанасьева работает уже более 30 лет. В ее практике ребенок с такими особенностями был впервые, и дебют оказался успешным. В целом педагог ведет класс из 13 детей в 5-й школе. Программа обычная, но, понятное дело, тут слова «индивидуальный подход» – не банальная присказка. Есть у Елены и новая цель – попробовать преподавать детям с аутизмом. Это на самом деле сложно. У Захара сохранен интеллект. Мне с ним легко на самом деле, вот в плане том, чтобы выдать программу. Да? Он все принимает, он все понимает, у него все замечательно на самом деле. А вот детки-аутисты, с ними очень сложно находить язык. За достойное представление города и республики на московском уровне Республиканское общество инвалидов привезло подарки для школы. Это специальные мячи с колокольчиками внутри для слабовидящих, защита, повязки, другой спортинвентарь и, главное, набор для игры в боча. Этот набор выполнен из высококачественной кожи. Это набор паралимпийский для того, чтобы могли им заниматься дети, имеющие проблемы с опорно-двигательным аппаратом, дети с детским церебральным параличом, паралимпийский вид спорта. Поэтому здесь можно тренироваться и готовиться защищать и Россию. В продолжении встречи поговорили о развитии инклюзивного образования. С этим, понятное дело, в республике хорошо гораздо меньше, чем хотелось бы. Однако работа в той или иной степени ведется, а значит, есть надежда, что таких примеров получения знаний, несмотря на особенности, как у Захара Бажукова, будет больше.